Я Дина, мне 15 лет. Меня зовут Ишмуратов Рамиль, я из города Москвы. Меня зовут Алина Киямова, мне 23 года. Меня зовут Глухов Дмитрий, я из Должанского района, с Татарстана. Разговариваем в семье на татарском и с девочками. Ну вот с кем я раньше училась, когда мы встречаемся. В принципе, все. Только так. Татарский язык я знаю средне, на бытовом разговорном уровне. Разговариваю в основном с подругами. Татарский язык мы изучаем в школе, и на нем я разговариваю дома, с бабушкой, дедушкой, в деревне в основном, ну и иногда и с друзьями тоже. Татарский знаю я на среднем уровне. Я так лично думаю. Вот. Не знаю, мне нравится о нем говорить. Татарский язык я знаю довольно хорошо, так как играю в татарский КВН ШТК, Шейн Нартабтурлар клуба, и всегда приходится применять. Я татарский знаю с детства, хорошо. Мама меня учила только на татарском говорить. Каримульна Венера, 17 лет, из 14-й гимназии. По татарскому языку 5. Татарский знаю отлично, я бы сказала, и применяю его везде, разговариваю в семье, дома, в школе. Я знаю татарский достаточно хорошо, я думаю, общаюсь на нем где только возможно, где только меня понимают. Татарский, сейчас в процессе учу, получается, потому что я, наполовину татарка, наполовину русская. Татарский уверенно знала, но уже потом, после института, в Казани уже некоторое время работаю, уже немножечко подзабыла. Приехал сюда, чтобы найти новых друзей, познакомиться, возможно, получить какой-то жизненный опыт для будущего. Татарский я знаю уже с детства, так как с родителями, с бабушкой, с дедушкой в деревне я всегда разговариваю по-татарски. Только приходится, в учебе применять русский язык. Татарский я знаю среднее, не очень хорошо. Нет, вообще нормально. Татарский язык я знаю хорошо и применяю его везде, и что дома, что в школе, и вообще везде разговариваю по-татарски. Телерадиокомпания «Новый век» и Министерство образования и науки Республики Татарстан представляют новую телевизионную викторину, в которой победителем станет тот, кто лучше знает татарский язык, один из государственных языков Республики Татарстан. Летом 2014 года телеканал ТНВ «Планета» объявил кастинг на участие в новой телевикторине. Несмотря на летние каникулы, желающих проверить свои знания по татарскому языку было хоть отбавляй. Мы же, в свою очередь, определяли уровень знания татарского и разбивали будущих участников на пары таким образом, чтобы они смогли составить друг другу достойную конкуренцию. Не переключайте канал. Добрый вечер. Это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Гульсум и Лейсан. Салям, кызлар. Меня зовут Лейсан, я из города Казани, мне 11 лет, учусь в 12-й гимназии имени Хаитова. Занимаюсь хореографией, пришла сюда с надеждой улучшить свои знания и победить. Здравствуйте, меня зовут Гульсен, я из города Казани, мне 12 лет. Учусь в 90-й гимназии, с 1 класса хожу в музыкальную школу и хореографию. На эту программу пришла с целью проверить свои знания татарского и надеюсь победить. Правила первого тура очень просты. Дело в том, что сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из них. После того, как вы выберете тему, я предложу вам 10 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, получите 2 балла. Ответьте неправильно, ход перейдет к вашему сопернику, и он сможет заработать дополнительный 1 балл. То есть в общей сложности 10 вопросов, по 5 у каждого. Понятно? Все понятно? Да. Это телеигра «Переведи», и мы начинаем.
Гульсем, Лейсан, две темы: астрономия и еда. Кто будет первым выбирать? Так, Гульсем, выбирайте. Еда, астрономия? Еда. Окей, играем в еду. Точнее, играем в тему еда. Играем с этим Гульсем. Гульсем, скажи, пожалуйста, как на татарский переводится слово продукты? Шешеклер, полмалар, ошамлыклар. Ошамлыклар. Точно? Уверенно прям. Эйе. Смотри у меня. Принято. И это правильный ответ. Действительно, шешекляр это цветы, олмалар это яблоки, а ошамлыклар это продукты. Лейсан, играем с вами. Как на татарский язык переводится слово масло? Май, сыр, каймак. Май. Ошаганыңыз бармы? Е. Нравится май? Эйе. И это точно масло? Да. Принято. И это правильный ответ. Действительно, май это масло, сыр это сыр, а каймак это сметана. Играем с вами Гульсем. Гульсем, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово овощи? Яшель алма, яшель ше, жиляк жимыш. Ешельче. Откуда такая уверенность? Любите овощи? Е. Любимые овощи? Беренге. Отлично. Принято. И это правильный ответ. Действительно, яшель алма это зеленое яблоко, жиляк жимыш это фрукты, а вот яшельща это овощи. С вами не поспоришь, Гульсем. Лейсан, переведите, пожалуйста, на татарский язык слово жареный. Пишкен, коклаган, кыздырылган. Кыздырылган. Точно? Да. Может, нет? Да. Может, коклаган? Может, пишкен? Итак, принято. И это правильный ответ. Да, действительно, коклаган это вяленый, пишкен это вареный, а кыздырылган это жареный. Играем дальше. И играем мы вместе с вами, Гульсем. Гульсем, скажи, пожалуйста, как на татарском будет слово белок? Кукырт, оксам, май. Оксам. Я в шоке, но это правильный ответ. Действительно, кукырт это сера, оксам это белок, а вот май это жир или масло. Так, Лейсан, соберись, осознай всю необходимость правильного ответа на следующий вопрос. Как на татарском будет слово годность? Яраклашу, яраксызлык, яраклылык. Яраксызлык. Годность. Да. Уверена? Да. Может, нет? Да. Точно? Да. Ну, смотри. Принято. И это неправильный ответ. Если можно заработать дополнительный балл. Как по-татарски будет годность? Яраклашу или яраклылык? Яраклылык. Принято. Это правильный ответ. Действительно, яраклашу это приспосабливаться, яраксызлык это негодность, а вот яраклылык это годность. Играем с вами Гульсем. Гульсем, скажите, пожалуйста, как на татарский переводится слово щевель? Тузганак, кузгалак, тагарак. Кузгалак. Может, тузганак? Йок. Кузгалак. Может, тагарак? Йок. Может, тарак вообще? Йок. Тут нет такого варианта ответа. Принято. И это правильный ответ. Действительно, тузганак это одуванчик, тагарак это корыто, а вот кузгалак это щавель. Лейсан, играем с вами. Лейсан, переведите на татарский язык слово приправа. Брышман, тәмләткеч, тузланыш. Как будет приправа по-татарски? Брышман, тәмләткеч, тузланыш. Тәмләткеч. Тәмләткеч. Угу. Принято. И это правильный ответ. Да, действительно, тузланыш это соление. А брышман это такое приспособление для перца. А вот в действительности приправа это тәмләткеч. Молодец.
Гульсим, играем с вами. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «сом»? Жейин балығы, құрбан балығы, кереке. Сложно, да? Сом, представляете себе, что такое? Нет. И вариант. Выбор, да, между двумя вариантами? Какие вот вам кажется? Жейин балага, курбан балага. Какой-то из них. Сом большой? Сом большой? Да. Очень большой? Ну, да. Очень большой. Все-таки он жейин балага или курбан балага? Жейин балага. Принято. Не знаю, как она это делает, но это правильный ответ. Действительно, жейин балага — это сом. Курбан балага — это лещ, а кераке — это карась. Вот такая вот истина. Лейсян, играем с вами. Последний вопрос первого тура. И тут надо все-таки отвечать правильно. Переведите на татарский язык слово «окунь». Алабуга, Шуртан, Сулейман балага. Балық тұтқаныңыз бар ма? На рыбалку ходите вообще? Нет? Ну и правильно, не женское это дело на рыбалку ходить. А я очень люблю. Окунь, представляете, как выглядит? Я вам подскажу, никогда его не хватайте руками, он очень колючий. Полосатый такой. Леся. Либо Шуртан, либо Сулейман балага. Точно, да, такое ощущение есть? Почему не Алабуга? Почему не Алабуга? Ну не Алабуга точно. Итак, ваш вариант? Сулейман балага. Принято. Сулейман балага, так Сулейман балага. Это неправильный ответ. Гульсум, есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет окунь? Алабуга или Шуртан? Шуртандыр бәлки. Шуртандыр бәлки? Шуртандыр. Шуртандыр просто. Большой шуртан. Принято. Это неправильный ответ. Правильный ответ Алабуга. Алабуга это окунь. Шуртан это щука. А Сулейман балага это лосось. Вот такая вот маленькая истина. Уважаемые телезрители, первый тур подошел к концу. Гульсум, вы набрали 11 баллов. Лейсян, вы набрали 6 баллов. Отставание не такое значительное, и его можно ликвидировать. Впереди нас ждет второй тур. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Так, Гульсум, достался этот вопрос вам. Как по-татарски будет иней? Как же будет иней по-татарски? Белая береза под моим окном. Помню, там есть слово иней. Не расстраивайтесь. Это не последний вопрос этого финального тура. Ну-ка улыбнитесь. Сейчас придет это слово. Ничего страшного. Лейсан, как вы думаете, как будет иней? А? Базлавок Тугель. Базлавок. Тугель. Лейсан, играем с вами. Как по-татарски будет иней? Бельмисис. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, иней по-татарски будет...
Снова добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Гульсум и Лейсян. Салям, Хуслар. Салям. По итогам первого тура у нас впереди Гульсум. У нее 11 баллов. У Лейсян 6 баллов. Сейчас начнется второй тур. Правила практически такие же. Традиционно перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из двух тем. После этого я задам вам 10 слов, которые надо будет в этот раз перевести с татарского на русский. Ну, также будут 3 варианта ответа. Ответьте правильно, получите 4 балла. Ответьте неправильно, право заработать дополнительные 3 балла будет у вашего соперника. Все понятно? Это второй тур телеигра «Переведи». Давайте продолжать. Гульсум, Лейсан, перед вами две темы. Город, политика. Гульсум, выбираете вы, потому что по итогам первого тура у вас больше баллов. Город. Отлично. Играем в тему город, играем с Гульсум. Итак, Гульсум, как с татарского языка на русский переводится слово «кола»? Деревня, город, страна. Страна. Принято. И это неправильный ответ. Лейсан, можно заработать 3 дополнительных балла, и они вам очень нужны, вы помните. Деревня. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится «кола»? Деревня или город? Деревня. Принято. И это неправильный ответ. Как будет столица по-татарски, знаете? Башкала. Главный город. Кола – это город. Деревня – это аул, а страна – это либо иль, либо мемлекет. Такая вот истина. Второй вопрос, Лейсян, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «шахар»? Государство, город, федерация. Город. Принято. И это правильный ответ. В действительности Куала и Шахар – это синонимы. Шахар – это город, федерация – это федерация, а государство – это даулят. Больше мы играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится урам? Улица, проспект, шоссе. Улица. Принято. С ней очень сложно спорить, и это правильный ответ. Действительно, улица – это урам, проспект – это проспект, а шоссе – это шоссе. Лейсян, играем. Как с татарского языка на русский переводится слово «мейдан»? Площадь, станция метро, остановка. Площадь. Может, станция метро? Принято. И это правильный ответ. Действительно, станция метро – это метро-станция с. Остановка – Тукталыш. А вот Мейдан – это площадь. Гульсум, как с татарского языка на русский переводится слово «такрык»? Район, переулок, тротуар. Тоже есть вариант. Переулок или тротуар. Переулок или тротуар? Такрык. Тротуар. Принято. И это неправильный ответ. Лейсян, может заработать дополнительные 3 балла. Как же с татарского на русский переводится слово «такрык»? Район или переулок? Переулок. Принято. И это правильный ответ. Действительно, такрык – это переулок. Район – это махалля или район. А вот тротуар так и будет тротуар. Итак, Лейсян, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «багана»? Столб, столица, фонарь. Столб. Принято. Прям уверенно, да? Знаете это слово? И это правильный ответ. Действительно, багана – это столб, столица, как я уже говорил сегодня, это Башкала, а вот фонарь – это фонарь. Гульсум, 7-й вопрос, и он ваш. Как с татарского на русский перевести слово «блок»? Речка, озеро, пруд. Блок. Речка, озеро, пруд. Вообще, блок знакомо вам слово? Вообще никогда не слышали? Ну, или озеро, или пруд. Вы Потому что часто речка гуляете по пруд. Казани? Ну, Хощанничек. Хощанничек. Итак, булак – это
Я, конечно, старался, честно слово. Но это неправильный ответ. Лейсан, как переводится слово «булак» на русский? Речка или озеро? Озеро. И это неправильный ответ. Почему я спрашивал по поводу того, где вы обычно гуляете? В центре города у нас есть улица Левобулачная и Правобулачная. Посередине нее течет река, которая называется Булак. Собственно, поэтому Булак — это речка. А озеро будет Куль, а пруд будет Буа. Лейсан, играем с вами. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «жаяуле»? Пешеход, переход, зебра. Пешеход. Принят. И это правильный ответ. Действительно, пешеход — это жаяуле, переход — это кичу, а зебра — это зебра. Ну или икитислеот. Ну, вообще зебра, правильно. Так, Гульсем. Как с татарского языка на русский переводится «дикатле булавас»? Будьте осторожны, будьте внимательны, будьте вежливы. Как переводится «дикат»? Вежливость. Внимательность. Значит, как переводится «дикатле булавас»? Будьте внимательны. Принято. И это правильный ответ. «Дикатле булавас» переводится как «будьте внимательны». «Будьте осторожны» — это «сок булавас». А «будьте вежливы» и «таратле булавас». Лейсан, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «куйма»? Забор, лодка, плетень. Лодка. Принято. Почему лодка? Слышал, кажется, что куйма лодка. Это неправильный ответ. Гульсем, можно заработать дополнительные 3 балла. Очень надо. Как переводится «куйма» на русский? Плетень или забор? Куйма. Забор или плетень? Плетень. Может, забор? Гульсем. Гульсем. Забор или плетень? Забор. Принято. Это правильный ответ. Действительно, куйма — это забор. Плетень — это щитян. А вот лодка — это не куйма, а киме. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. По итогам второго тура впереди Лейсан. 15 баллов у вас и 11 баллов у вас, Гульсем. По итогам первого и второго тура у вас, Лейсан, 25 баллов. У вас, Гульсем, 22 балла. Впереди нас ждет финальный раунд. И именно там решится, кто лучше знает татарский язык. Гульсем или Лейсан. Это телеигра «Переведи», канал ТНВ. Не переключайтесь. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участники Гульсем и Лейсан подошли к финалу практически с одинаковыми баллами. Кто победит сегодня? Гульсем или Лейсан? Кто знает татарский лучше? Решит финальная битва. Гульсем, Лейсан, традиционно сейчас перед вами появятся 2 темы. Надо будет выбрать одну из них. После этого я задам вам 10 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Только в этот раз вариантов ответа не будет. Если отвечаете правильно, получаете 4 балла. Если нет, то право ответа переходит к вашему сопернику. И здесь он может заработать аж 5 баллов. Все понятно? Это финальная битва телеигры «Переведи». Гульсем, Лейсан, 2 темы. Зима, осень. Зима. Окей. Играем в тему «Зима». Гульсем, как по-татарски будет «зима»? Каш. Принято. И это правильный ответ. Действительно, каш. Лейсан, как по-татарски будет «снег»? Куар. И это правильный ответ. Гульсем, как по-татарски будет «холодно»? Салкан. Принято.
И это правильный ответ. Лейсан, как по-татарски будет метель? Буран. Принято. И это правильный ответ. Ладно, продолжаем. Гульсум, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет елка? Шаршар. Принято. И это абсолютно правильный ответ. Здорово. Лейсан, как по-татарски будет Дед Мороз? С Новым годом. Кшбабай. Принято. А вы в него верите, кстати? А кто у вас обычно приходит в форме В кшбабай? детстве верила, но потом раскусила родителей. Ага. И это правильный ответ. Так, Гульсум, достался этот вопрос вам. Как по-татарски будет иней? Не расстраивайтесь. Это не последний вопрос этого финального тура. Ну-ка, улыбнитесь. Ничего страшного. Лейсан, как вы думаете, как будет иней? А? Базлавок Тульна. Базлавок. Туге. Лейсан, играем с вами. Как по-татарски будет иней? Бельбис. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, иней по-татарски будет бэс. Играем дальше. Лейсан, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет снежинка? Вы на Новый год кем одеваетесь обычно? Человеком. Человеком. А в детском садике? На утренник? Не помню. Тоже человеком. Хорошо, Лейсан, ваш ответ. Семья тоже не помню. Тут такая ситуация, Гульсум, что можно заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет снежинка? Карбартыгы. Принято. И это правильный ответ. Действительно, снежинка — это Карбартыгы. 9-й вопрос, играем с вами, Гульсум. Как по-татарски будет шуба? Тун. И это правильный ответ. Лейсан, как по-татарски будет сугроб? Сугроб по-татарски это... Ладно. Право ответить на этот вопрос есть у вас, Гульсум. Гульсум, как будет по-татарски сугроб? Кырт. Это правильный ответ. Действительно, кар-кырты или кырт — это сугроб. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Гульсум, Лейсан, на этом финальный раунд и целиком наша игра сегодня подошли к концу. По итогам нашей игры, Гульсум, вы набрали 49 баллов. Лейсан, вы набрали 37 баллов. От компании «Татарстан. Новый век» и от телепроекта «Переведи татарча иранамис» мы дарим вам вот такие полезные подарки. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, которые владеют татарским языком не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Мне эта игра очень понравилась. Я здесь узнала много слов и будущим участникам желаю удачи. Эта игра мне очень понравилась. В этой игре я узнала новые слова, которые до сих пор и не слышала. Я очень рада, что победила в этой игре и желаю того же другим участникам.